Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. В Словении вступили в силу изменения в системе социальных выплат, включая детские пособия, государственные стипендии и денежную социальную помощь. Эти изменения касаются как размеров выплат, так и условий их получения. Размеры детских пособий, государственных стипендий и социальной помощи были увеличены на 1,9% в соответствии с инфляцией. По моему мнению, в Словении инфляция намного выше, но, видимо, по мнению чиновников, инфляция составляет меньше 2%. Например, максимальный размер детского пособия теперь составляет 172 евро 58 центов в месяц, а базовая сумма государственной стипендии 274 евро 87 центов. Для получения этих выплат установлена новая граница дохода – 1293 евро 36 центов в месяц на человека. Это означает, что семьи с доходом ниже этой суммы смогут претендовать на вышеуказанные пособия. Кроме того, были внесены изменения в законодательство, касающиеся обязательного школьного образования. Если ребенок без уважительной причины не посещает школу, родители могут временно лишиться права на денежные выплаты и получать их в натуральной форме, например, в виде продуктов питания или одежды. Эти меры направлены на повышение ответственности родителей за образование детей и предотвращение их социальной изоляции. Копрские полицейские разбирались с необычным инцидентом. Мужчина выпал из салона автомобиля, после чего этот автомобиль на него наехал. За рулем была молодая девушка, и она с пассажиром-подростком погрузила сбитого мужчину в багажник, и они скрылись с места происшествия. Очевидец позвонил в полицию, и полицейские быстро задержали автомобиль. За рулем оказалась 17-летняя девушка под воздействием алкоголя и запрещенных веществ. В ее крови, помимо алкоголя, были обнаружены следы марихуаны и кокаина. У 15-летнего пассажира, помимо алкоголя в крови, обнаружили также марихуану. Обоих подростков отправили на медицинское обследование и сообщили об инциденте их родителям. Автомобиль был изъят. В отношении 51-летнего мужчины будет проведено расследование, и он будет привлечен к ответственности за то, что передал управление автомобилем лицу, не имеющему на это права. В отношении 15-летнего подростка будет направлено обвинительное заключение за несколько правонарушений. А 17-летнюю девушку ждет уголовное дело за опасное вождение без водительских прав под воздействием алкоголя и наркотиков, с пассажиром в багажнике и за то, что она покинула место аварии. После завершения процедур обоих подростков передали в руки родителей. В Словении почти каждый 10-й школьник пропускает занятия без уважительной причины. Хотя официальные данные отсутствуют, но эксперты отмечают, что школьная апатия стала очень распространена в последние годы в Словении. По словам директора начальной школы Данила Кумара, около 10% учеников на данный момент остаются дома без уважительных причин. Причины такого поведения разнообразны, от эмоциональных и поведенческих расстройств до стресса и низкой мотивации. Психологи подчеркивают важность поддержания связи с такими учениками, чтобы они не чувствовали себя забытыми и оставались частью школьного сообщества. В ответ на эту проблему Министерство образования Словении усилило контроль за посещаемостью и начало привлекать родителей к ответственности за несанкционированные пропуски. В прошлом году было зарегистрировано 341 нарушение, а в первом квартале текущего года 120 случаев. Таким образом, школьная апатия в Словении приобретает серьезные масштабы и требует комплексного подхода и вовлечения всех участников образовательного процесса. В районе Фужин, города Любляны, произошло необычное событие. Радары, установленные для контроля скорости, стали мишенью для вандалов. На улице Заложка-Цеста неизвестный измазал радар черной краской, затруднив тем самым работу устройства. Это устройство за год своей работы зафиксировало почти 7000 случаев превышения скорости. Подобные инциденты, включая повреждения других радаров, происходят регулярно, особенно в столице, в Любляне.
где устройства часто становятся объектами недовольства водителей. Однако такие действия незаконны и могут привести к серьезным последствиям. Я думаю, что вандала несложно вычислить. Стоит посмотреть на 7000 нарушений и увидеть, кому чаще всего приходили штрафы. Взрослая 58-летняя женщина из города Есениц решила, что дневной сон собственника квартиры – отличная возможность для кражи. Она проникла в его квартиру через незапертую дверь и начала обыскивать шкафы, забирая все драгоценное. Но в этот момент проснулся хозяин и вызвал полицию. Правоохранители быстро прибыли и задержали воровку, вернув украденное имущество владельцу. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Скорее всего, эта женщина очень хорошо знала хозяина квартиры и его привычки. Возможно, это была его родственница или просто соседка. Друзья, не забывайте закрывать двери, если вы решили даже ненадолго вздремнуть. В маленьком словенском поселке Модрич, всего лишь в часе езды от Любляны, произошло жестокое убийство. 88-летний мужчина застрелил своего 70-летнего соседа прямо на глазах у его жены и 32-летнего местного жителя, после чего покончил с собой. Причиной конфликта стал давний спор о продаже земельного участка, приобретенного семьей погибшего несколько лет назад. Согласно полицейским сводкам, убийца действовал из-за накопившейся обиды, а оружие было у него на законных основаниях. Это происшествие потрясло местное сообщество и привлекло внимание к вопросам психического здоровья и решению земельных споров. А у меня остается вопрос, почему 88-летний мужчина, скорее всего дементный, имел право на хранение оружия? Отличная новость для жителей Словении и плохая новость для местных таксистов. С 20 мая в Словению приходит Uber. Представители Uber подтвердили, что планируют расширение в страны Центральной и Восточной Европы, и Словения является одним из приоритетных направлений. Однако запуск вызывает обеспокоенность среди местных таксистов. Представители таксистских профсоюзов выразили опасения по поводу возможных изменений в законодательстве, которые могут привести к гибкому регулированию перевозок через приложение. Подобно тому, как это происходит в сфере доставки еды. Они опасаются, что Uber захватит рынок. Кроме того, на сайте Uber уже размещены объявления, приглашающие водителей в Любляне и окрестностях присоединиться к платформе. Надеюсь, что Uber уложится в сроки и начнет работать в Словении уже в мае. Приложение я уже скачала. На Евровидении произошел курьез. На официальном сайте конкурса при голосовании за словенского фаворита вместо флага Словении появился флаг Словакии. Ошибку заметили сами зрители, и это вызвало волну негодования. Правда, непонятно, возмущались больше словаки или словенцы. При этом Словакия в этом году не участвует в конкурсе Евровидения из-за высоких расходов. Организаторы Евровидения, несмотря на то, что страны тратят миллионы евро за участие, не учли такие важные детали, что вызвало критику со стороны зрителей и журналистов. Словения, к сожалению, не прошла в финал конкурса Евровидения 2025. Представитель страны Клемен выступил с песней «How much time do we have left» в первом полуфинале, состоявшемся 13 мая в Базеле, Швейцария. Он занял 13 место, набрав всего лишь 23 балла, и не вошел в число 10 стран, прошедших финал. В Европейском Союзе вступили в силу новые правила для водителей, касающиеся сроков водительских удостоверений. Согласно последним изменениям, срок действия водительских удостоверений для мотоциклов и легковых автомобилей теперь составляет 15 лет. Однако для водителей старше 65 лет срок действия может быть сокращен, что вызвало обеспокоенность среди правозащитных организаций, которые считают это потенциальной формой возрастной дискриминации. Ожидается, что каждая страна ЕС самостоятельно решит, будет ли применять сокращение срока водителей для этой возрастной группы. А я, в свою очередь, считаю, что для возрастных водителей нужно сократить срок замены водительских удостоверений минимум до 5 лет, чтобы каждые 5 лет они проходили медицинскую и психиатрическую комиссию. В Словении очень много аварий происходит по вине пожилых водителей. Они очень часто путают направление движения и выезжают на встречные полосы. Друзья, и в конце новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник?
Завтра в Любляне от плюс 11 до плюс 24. Облачно с прояснениями. Спасибо, Алиса. Всегда рада помочь. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!